газовую, и угольную, гидро и так далее. И у нас очень много резервов. И все-таки сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион использует определенную напряженку обеспечения электроэнергии. Нам бы хотелось, чтобы особенно гидроэнергетические ресурсы, которые в наличии имеются в Якутии, это очень большой объем вдоль Российской Федерации, могли бы использоваться и в будущем все-таки на них рассчитывать завоевание Азиатско-Тихоокеанского рынка. В этом плане разработка есть. Росгидро в этом плане свои задумки имеет, но я говорю, что якутские ресурсы, они намного дешевле, чем других соседних наших областях, краях. Поэтому этот вопрос я хотел бы тоже сегодня как-то напомнить. Да, ну и, конечно, сегодня вопросы, особенно в северной территории, в связи с тем, что дорогая электроэнергия, и мы, конечно, пойдем на ликвидацию перекрестного субсидирования, которое находится на всех потребителей Республики Саха-Якутии. Нам придется очень крепко задуматься и заниматься этой проблемой. Я хотел бы сегодня вопрос обострить тем, что у нас просто условия прекрасные. Вот мы сейчас только видели выставку, где ветровые установки и солнечная энергетика, как можно было использовать. У нас солнца очень много в Якутии. Мы имеем столько солнца, может быть, даже активнее, чем в Краснодарском крае. Якутии. Солнечный день намного больше даже может быть. Но, с другой стороны, мы не знаем, как их использовать. Люди хотят это использовать. Мы ветровые установки лет 20 назад пытались устанавливать. И 10 лет назад пытались устанавливать. Но такого эффекта пока не получили по одной простой причине, что наши ветра отличаются от ветров, которые используются в Западной Европе. Они очень резкие, очень сильные, до 120 метров в секунду с ветром уходит. И, конечно, таких конструкций в нашем понимании еще не было. Я хотел бы, чтобы наши инвесторы, наши партнеры над этим задумались. А солнечные энергетики нам необходимо использовать в маленьких объемах, маленькими мощностями, потому что у нас очень много людей живут как бы на природе в рамках своих традиционных занятий. Это охотники, это оленеводы, коневоды, и они нуждаются не в таких крупных дизельных станциях, которые надо таскать или возить, а вот именно солнечные батареи, они могли бы быть очень пригодными. Необходимо их просто рекламировать, подталкивать, и наши предприятия должны над этим заниматься. Я думаю, что сегодня мы такие соответствующие рекомендации получим. Но я хотел бы еще отметить один вопрос, который наверняка касается наших гостей. Это инвестиционная политика, которую ведет республика. Республика в этом плане очень устойчива. Мы, как субъект Российской Федерации, имеем международные стандарты и по инвестиционным кредитам, и по инвестиционным составляющим. Мы раньше по кредитным делам были очень устойчивые стандартные рейтинги. В прошлом году мы получили еще инвестиционный рейтинг наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Казахстаном. В России имеет такой рейтинг только 4 субъекта Российской Федерации. У нас в этом плане все-таки политика ведется очень устойчивая. Мы в прошлом году, если выработали, произвели в голове регионального продукта за 500 миллиардов рублей, то половина уже на эту сумму привлечено инвестиций. И, конечно, это дает нам возможность более смело смотреть перед нашими инвесторами, партнерами, которые могли бы вкладывать средства в развитие нашего бизнеса, и в том числе среднего малого бизнеса. И самое интересное, у нас при всех сложностях бюджет управляется очень тоже эффективно. Мы оценки в этом плане очень хорошие имеем, не только наших российских ведомств, но и международных организаций.
И в связи с этим я просто хочу сказать, что, во-первых, наш бюджет расходуется по программам целевым направлениям, методам, и, соответственно, сегодня управление государственным долгом у нас проходит очень эффективно. Мы один из самых эффективно действующих по управлению субъектов Российской, по управлению долгами субъектов Российской Федерации. Это очень много значит. Ну и с другой стороны, у нас есть Востока, Росгидро, занимаются непосредственно энергетикой, которые могли бы непосредственно тоже выступить определенным гарантом реализации наших проектов. Поэтому просто я знакомлю со своей историей, я могу очень много рассказать, часами рассказать, что у нас хорошее есть, что плохое есть, но я просто хочу сконцентрировать ваше внимание о том, что сегодня республика, все предложения, которые будут озвучены, мы примем. Я думаю, организаторы сегодня правительства Республики Саха-Якутия и все наши коллеги очень внимательно отнесутся к каждому из вас и к каждому вашему предложению. И будем, соответственно, вырабатывать план действий в дальнейшем, как использовать ваши конкретные предложения. Мы очень заинтересованы в этих предложениях. Мы очень заинтересованы, чтобы та работа, которая сегодня просматривается по возобновлению энергетики, она была как-то сконцентрирована в Якутии, она как-то была, получила определенную свою концепцию развития в дальнейшем, чтобы решать проблемы республики, проблемы людей, которые живут здесь в очень экстремальных, сложных условиях севера. Успехов вам на этой конференции. Дай Бог, чтобы все ваши предложения были реализованы. Спасибо большое.